по настрою. Если вы что-то сделать, и можно начать. Здравствуйте, уважаемые педагоги, родители. Вас приветствует специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи Брайля. Сегодня мы познакомим вас с нашими ресурсами и основными направлениями деятельности. Специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи Брайля – это государственное бюджетное учреждение, осуществляющее библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей. Датой официального открытия библиотеки считается 1 сентября 1970 года. Именно тогда в городе Сыктывкаре открылась Сыктывкарская городская специальная библиотека для слепых, находившаяся в ведении отдела культуры Сыктывкарского горисполкома. В 1981 году библиотека получила статус республиканской, и ей присвоили имя Луи Брайля. С 2012 года библиотека носит настоящее имя. Раз нашей библиотеке присвоено имя Луи Брайля, хочется познакомить вас с Луи Брайлем. Луи Брайль – известный французский тифлопедагог, внесший огромный вклад в развитие мировой тифлопедагогики. Человек, который вошел в историю тифлопедагогики всех стран как создатель уникального шрифта слепых. Ослепнув в 4 года, мальчик оказался очень способным учеником. Обучаясь в Парижском институте слепых, на слух выучил латинский, древнегреческий, итальянский, испанский и английский языки. В 14 лет был назначен руководителем институтских мастерских. Научился играть на пианино и органе. В 16 лет получил оплачиваемое место органиста в церкви Сен-Николя-де-Шан. В 19 лет был принят на должность учителя-репетитора, преподавал географию, алгебру, музыку, был признанным музыкантом, давал концерты. Свой уникальный шрифт он придумал в 15 лет. 6 легко осязаемых точек позволяли создавать 63 комбинации и изобразить все буквы алфавита, знаки препинания, цифры и нотные символы. Сегодня специальная библиотека для слепых имени Луи Брайля – это информационный центр по обслуживанию слепых и слабовидящих читателей, взрослых и детей, членов их семей, лиц с другими физическими ограничениями, специалистов, занимающихся проблемами обучения, воспитания, реабилитации инвалидов, а также других категорий пользователей, имеющих информационный спрос на документы, содержащиеся в фондах библиотеки. Все библиотечные услуги для пользователей бесплатны и обязательно адаптированы к способностям и возможностям восприятия информации инвалидами по зрению. Библиотека – единственное в республике специализированное учреждение, профессионально обеспечивающее доступ инвалидов по зрению к книжному фонду всех видов и жанров литературы. Универсальный фонд насчитывает около 59 тысяч экземпляров книг, из которых 44 тысячи – это издания специальных форматов. В год в библиотеку поступает более 2500 экземпляров изданий различных форматов. Выдается около 38 тысяч экземпляров, в том числе детям более 1000 экземпляров. В библиотеке организованы такие формы индивидуальной работы с пользователями, как заочный абонемент, надомный и межбиблиотечный абонемент. Заочный абонемент обеспечивает изданиями специальных форматов читателей-инвалидов, проживающих за пределами города Сыктывкара и выбравших максимально удобный для них пункт получения книг. Это может быть ближайшие почтовые отделения связи, социальные центры или публичные библиотеки. В год читателям-заочникам отправляется более 100 посылок с изданиями специальных форматов, а это 4000 экземпляров книг. Пересылка посылок и писем в адрес библиотеки бесплатна. Перед вами постановление правительства, по которому можно
которые можно использовать при пересылке почтовых отправлений в библиотеку и от библиотеки. Надомный абонемент обеспечивает изданиями специальных форматов читателей-инвалидов, не имеющих возможности самостоятельно прийти в библиотеку. Заказ книг осуществляется по телефону или электронной почте. Межбиблиотечный абонемент осуществляет заказ изданий специальных форматов, в том числе учебников и литературы по тифлологии, из фондов других библиотек, в том числе специальных библиотек России. Так, на 2021-2022 учебный год для незрячих школьников, обучающихся в инклюзивных классах общеобразовательных школ города, были заказаны учебники из специальных библиотек для слепых Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов, более 70 экземпляров брайлевских книг. Библиотека также организует и дистанционное обслуживание читателей-инвалидов по зрению, предоставляя бесплатный доступ к говорящим книгам в формате ЛКФ из первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос». Читателями онлайн-библиотеки могут стать инвалиды по зрению, которые проходят регистрацию в библиотеке, позвонив по телефону 8 82 12 24 06 71. Ежегодно ресурсная база библиотеки наращивается и за счет собственной издательской деятельности. Библиотека издает художественные произведения коми-авторов, в том числе самодеятельных, книги историко-краеведческого содержания, научно-популярную, детскую, учебную и другую литературу. С целью информационной поддержки педагогов, воспитателей, родителей и всех лиц, вовлеченных в систему обучения, воспитания и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, библиотека формирует фонд документов по дефектологии, коррекционной педагогике, тифлопедагогике, тифлопсихологии, проблемам инвалидов и инвалидности, реабилитации и адаптации инвалидов в обществе, а также материалов о Всероссийском обществе слепых. Кроме этого, в библиотеке имеются учебные и развивающие материалы, дидактические тактильные книги, развивающие игры, приборы для письма по Брайлю и ориентировки и многое другое. Для формирования библиотечной среды, доступной для незрячих и слабовидящих пользователей, в библиотеке имеется специальное оборудование и программные комплексы, обеспечивающие беспрепятственный доступ к информации. 2 автоматизированных рабочих места, которые оснащены брайлевским дисплеем «Фокус», программами экранного доступа на основе синтеза речи, брайлевским принтером «Индекс Эверест», устройством для печати тактильной графики. К услугам незрячих пользователей в стенах библиотеки предоставляются сканирующая читающая машина Сара, многофункциональные сенсорные устройства, увеличивающие устройства, тифломагнитофоны, тифлофлешплееры. В течение года в цикле «Лаборатория доступности» читатели получают консультационную помощь о новинках в области развития тифлотехнических средств, мобильной техники, ориентировки с помощью трости, о навигационной программе для незрячих. В год устно и по телефону проводится более 300 консультаций. Отмечу, что доступ к озвученным книгам возможен только при наличии программных и аппаратных тифлотехнических средств, которые предоставляются инвалидам по зрению Фондом социального страхования. Можно также приобрести такие устройства и самостоятельно в специализированных магазинах на собственные средства. Одной из важнейших задач деятельности библиотеки для слепых является создание инклюзивной социокультурной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, их социальная адаптация, реабилитация, интеграция в социум. Библиотека выполняет просветительскую, культурно-досуговую и информационную функции, способствует развитию разнообразных жизненно важных познавательных навыков, повышает самооценку личности, содействует раскрытию творческих способностей пользователей, приобщает их к активной жизни в обществе, а также изменяет позицию общества по отношению к инвалидам и инвалидности. В год проводится более 300 отличающихся по тематике и формам проведения мероприятий, в том числе для детей, таких как информационные беседы, литературные гостиные, музыкальные истории, социокультурные и поэтические акции, библиопутешествия, книжно-иллюстративные выставки,
выставки творческих работ читателей, творческие десанты, просмотры фильмов с тифлокомментарием и мастер-классы. В библиотеке работают 9 читательских объединений, центры, библиотечный инклюзивный театр, клубы, кружки. Подробнее о всех этих творческих объединениях библиотеки можно узнать на нашем сайте в разделе «Клубы и центры». Важное направление работы библиотеки – это проведение просветительских мероприятий по формированию общества позитивно заинтересованного отношения к инвалидам. По заявкам для школьников и студентов в библиотеке проводятся интерактивные экскурсии «Мир на кончиках пальцев». Используя экспонаты постоянно действующей тифлоэкспозиции, сотрудники библиотеки знакомят посетителей с библиотекой, специальным фондом, специальной техникой, проводят профилактические уроки, беседы в цикле «Берегите глазки», мастер-классы «Волшебные точки», знакомят пользователей с этикой общения с людьми с ОВЗ. К проведению таких мероприятий часто приглашаются и сами инвалиды по зрению. В год проходят до 30 таких мероприятий с охватом более 300 человек. Уже стало традицией проведение широкомасштабных инклюзивных мероприятий, таких как «Белая трость», акция прозрения, выездные инклюзивные библиотечно-ВОСовские десанты, уличные акции. В таких мероприятиях нашими партнерами становятся добровольческие отряды, общественные организации инвалидов, различные творческие объединения и другие заинтересованные организации. Библиотека Брайля, формируя инклюзивную среду, устанавливает тесные контакты с учреждениями культуры, организациями образования, общественными организациями инвалидов, учреждениями социальной защиты и занятости населения. Постоянный партнер библиотеки на протяжении всей ее истории существования – это Коми-региональное отделение Всероссийского общества слепых. Среди основных направлений работы – организация культурно-досуговой деятельности, привлечение к участию в жизни библиотеки, проведение совместных социально-культурных акций. Перед вами сайт Коми-РО ВОС, и председатель общества Александр Михайлович Верховод всегда на связи. Если какие-то вопросы возникают, можно напрямую выходить с вопросами к самому председателю. Работа с организациями образования ведется на договорной основе. Библиотека сотрудничает с дошкольными образовательными организациями, в которых есть группы, компенсирующие направленности, образовательными организациями, специальными коррекционными школами и общеобразовательными школами, где открыты инклюзивные классы. В библиотеку дети приходят с родителями или организованными группами, с педагогами. Выездные мероприятия проводятся в рамках совместных планов работы. На базе библиотеки для студентов лицеев, колледжей, Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина проводятся обучающие мероприятия, социальные, преддипломные и производственные практики, экскурсии. Кроме этого, студенты и преподаватели участвуют в наших семинарах и акциях. Библиотека также является площадкой для профессиональных встреч педагогов дошкольных организаций, а также педагогов, обучающихся в Коми Республиканском институте развития образования. Отлажены контакты библиотеки с учреждениями социальной сферы, в том числе детскими отделениями. Это работа выездных клубов, читальных залов, творческие десанты, проведение профилактических мероприятий в рамках летних площадок. Специальная библиотека для слепых Республики Коми имени О.И. Брайля, являясь методическим центром для учреждений культуры Республики Коми, ежегодно проводит методические семинары, стажировки, круглые столы, тифлосессии, консультации. Ключевым партнером в создании инклюзивных площадок в республике являются муниципальные библиотеки. В 12 муниципалитетах работают 15 библиотечных пунктов выдачи литературы специальных форматов. С библиотеками заключены договоры, разосланы методические пособия и рекомендации. Во временное пользование переданы информационные
и тифлотехнические ресурсы. Библиотека расширяет свои возможности и через межрегиональное взаимодействие со специальными библиотеками для слепых России. Так, только в 2021 году проведены такие значимые мероприятия, как организация передвижной тактильной выставки «Зримый Петербург», на которой было представлено большое количество адаптированных интерактивных экспонатов из Фонда Государственной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих города Санкт-Петербурга. За время работы выставки с экспозицией познакомились специалисты учреждений культуры республики, инвалиды по зрению, пожилые люди, воспитанники детского сада компенсирующего вида, воспитатели, родители, люди с ИВЗ из социальных центров и школьники специальной коррекционной школы. Всего было проведено 38 экскурсий с количественным посещением 181 человек. В рамках соглашения о творческом взаимодействии прошли гастроли Санкт-Петербургского театра для детей 3-4, который показал в библиотеке 4 спектакля с тифлокомментариями. Зрителями стали дети с ограниченными возможностями здоровья, родители и педагоги в количестве 82 человек. Проведен ряд выездных тифловыставок в финно-угорских регионах России с изданиями о Республике Коми в специальных форматах из фонда библиотеки Брайля. Познакомились незрячие люди Мурманской области, Мордовии, Удмуртии и Карелии. Специалисты специальной библиотеки для слепых Республики Коми имени Луи Брайля регулярно повышают свою квалификацию, участвуя в онлайн-мероприятиях, проводимых специальными библиотеками для слепых России. Это международные научно-практические конференции, вебинары, круглые столы и брифинги, в которых кроме библиотечных специалистов участвуют педагоги Российского государственного педагогического университета имени Герцена, психологи, учителя-дефектологи, искусствоведы. И в заключение хочу представить наши реквизиты, наш сайт, наши телефоны. Мы всегда на связи, можно с нами общаться и по телефону, и через электронную почту. И также у нас имеется группа ВКонтакте. Спасибо за внимание и спасибо организаторам за то, что мы имеем возможность поделиться своим опытом работы. Надеюсь, что в будущем мы установим новые контакты, выработаем перспективное видение дальнейшего развития нашей профессиональной деятельности. Готовы сотрудничать со всеми заинтересованными лицами и организациями. А сейчас передаю слово главному библиотекарю Ольге Александровне Ярогодской, которая подробнее познакомит вас с ресурсной базой. Добрый день. Информационные ресурсы специальной библиотеки для слепых Республики Коми имени Луи Брайля. Наша библиотека является информационным и ресурсным центром по обеспечению равного доступа к информации людям с ограничением по зрению. Поэтому задача библиотеки – формирование такого библиотечного фонда, который соответствовал бы информационным потребностям незрячих и слабовидящих пользователей, позволяя удовлетворять читательский спрос на доступных им видах носителей информации. Фонд является универсальным по содержанию и включает следующие виды изданий. Издания плоскопечатного, в том числе укрупненного шрифта. На графике видно, что обычные плоскопечатные книги занимают всего 18% от общего количества изданий. Все остальные имеют специальный формат, а именно издания рельефно-точечного шрифта, в том числе это и нотные издания, рельефно-графические пособия, тактильные книги, говорящие книги.
Плоскопечатная литература представлена в первую очередь научно-практической, библиографической и методической литературой для специалистов, тифлопедагогов по вопросам воспитания, обучения, социализации, реабилитации инвалидов, дефектологии, тифлологии, коррекционной педагогики, а также для родителей незрячих детей и всех тех, кого интересуют проблемы слепоты и ее компенсации. Небольшой обзор последних поступлений. Фомина Людмила. Маленькие зарисовки восприятия мира. Жизнь незрячего человека может быть интересной. Автор на конкретных примерах доказывает, что отличительной чертой жизни является их мировосприятие, а не норма или дефект. И формировать продуктивное восприятие жизненных ситуаций у ребенка нужно с самого раннего возраста, иначе жизнь может превратиться в бесцельное существование в угоду его эгоистических потребностей. Коваленко Людмила. К творчеству без преград. В книге даны мастер-класс, рекомендации и упражнения, опробованные на практике секреты работы с детьми-инвалидами. Занимаясь всего 20 минут в день, вы легко и по-домашнему решите многие проблемы с моторикой рук и речью, навыками самообслуживания, обретением опыта коммуникации и полноценной жизни в обществе. Укрепление психофизического здоровья детей с физическими нарушениями. Методические рекомендации. Это издание для родителей и педагогов. В книге даются советы, которые помогут укрепить здоровье и психику малыша. Приводятся примеры упражнений для малышей до года и после года. Пальчиковых игр, комплекс упражнений для детей с ДЦП, рекомендации для проведения психодиагностических упражнений на развитие мимики лица, детей с нарушением зрения и ДЦП. Попова Мария. Хорошо, когда с незрячим рядом близкий человек. В брошюре собраны рекомендации тем, чьи родные потеряли зрение. Это и понимание ситуации, советы, чего не надо делать, предложены варианты поддержки. Освещены вопросы пространственного и бытового ориентирования, технических средств, помогающих расширить возможности незрячего человека. Смотрим, видим, познаем. В пособии даны рекомендации дефектолога родителям детей раннего возраста с нарушением зрения. Даны примеры дидактических игр, которые помогут ребенку думать, анализировать явления. В последние годы библиотека пополняет фонд литературой по работе с людьми других групп инвалидности. Вот, например, издание «Подходы к обучению и воспитанию глухих детей». В брошюре дан обзор статей, опубликованных в журнале «Одиссей», который издается в США, в Национальном центре образования глухих имени Лорана Клерка. Большинство методов разработаны родителями детей с врожденной глухотой, слепоглухотой и другими недостатками здоровья. Детский фонд библиотеки хочу представить изданиями благотворительного фонда иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей. Книги созданы для детей с нарушением зрения и слепых детей дошкольного и младшего школьного возраста. Цветные иллюстрированные рельефные книги и книжки-игрушки создаются на основе результатов научных исследователей зрительного и тактильного восприятия детей с нарушением зрения. Книги фонда – это развивающая литература для малышей, лучшие образцы детской литературы, русские народные сказки, сказки народов мира, произведения известных детских авторов. Книги выполнены с учетом особенностей восприятия изображений детьми с нарушением зрения. Это и крупные иллюстрации, четкие контуры изображений, тактильные элементы, подвижные и объемные конструкции, крупный шрифт. С 2013 года фонд стал выпускать книги в комплекте с говорящим карандашом. Это электронное устройство для воспроизведения закодированных в изображении книг, музыкальных и текстовых аудиофайлов. Карандаш вносит элемент игры в процесс обучения и знакомства с книгой, читает стихотворения, воспроизводит музыку, называет персонажей, изображенных на развороте. Например, трехмерный сказочный игровой набор «Путешествие по России». Комплект упакован в красочный пакет-декорацию. В комплект вошли 2 книги с чипами для воспроизведения музыкальных и текстовых файлов. «Путешествие по России» и занимательные задания. Ну и сам волшебный карандаш для считывания чипов. «Путешествие по России» – это сборник по мотивам сказок народов России. Твердая обложка, 16 разворотов, тактильные вставки, микрокоды для воспроизведения файлов. Также имеется приложение «Буклет» с полным текстом сказок.
Книги укрупненного шрифта. Они очень удобны для чтения людям с ослабленным зрением. Они напечатаны на особой бумаге с крупным ясным шрифтом. Соблюдая четкий интервал между словами и строками, благодаря чему глаза при чтении не испытывают напряжения, отсутствует иллюстративный материал. Изданием книг укрупненного шрифта занимается издательский комплекс «Логос ВОС». Организация призвана разрабатывать и внедрять новые тифлоинформационные системы на основе современных технологий для достижения более эффективной реабилитации незрячих. Книги укрупненного шрифта выходят в серии «Круг чтения», издания для слабовидящих. Они включают художественную, русскую и зарубежную классику, современную прозу и поэзию, популярную литературу по разным темам, учебные пособия, помощь школьной программе. Например, русская литература XX века представлена такими произведениями, как Петр I Толстого, «Сильный духом» Медведева, «Птица слава» Алексеева. Крупным шрифтом издана известная научно-популярная книга «100 великих географических открытий» и издана серия книг «Философы за 90 минут» о философах разных эпох, от древности до современности. Рельефно-точечный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими людьми. Шрифт Брайля. Он был разработан в 1829 году тифлопедагогом Луи Брайлем. Изучение системы Брайля даст возможность незрячему человеку перейти к работе на компьютере с брайлевским дисплеем и на брайлевском принтере. На протяжении многих лет изданием рельефно-точечных книг в России занимаются 3 издательско-полиграфических объединения. Это издательство «Репро». Оно специализируется на издании школьных учебников и художественной литературы в твердом переплете. Издательство «Чтение». Оно выпускает художественную литературу и периодические издания – литературно-художественные, научно-популярные и детские. И издательство «Логос ВОС» – выпуск учебных пособий и художественной литературы. Хотелось бы также обратить внимание на серию книг проекта «Моя первая книга». Ее автор – Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов, Ассоциация «Интеграция» и благотворительный фонд «Созвездие сердец». Проект направлен на подготовку и выпуск познавательной и развлекательной литературы для слабовидящих и незрячих людей разного возраста, а также дидактических пособий для работы с ними. Книги для незрячих и слабовидящих детей, выпускаемые в рамках проекта, являются развивающими и развлекательными. Они содержат интересные тексты, соответствующие возрастным особенностям детей, а главное, сочетают рельефно-точечный формат с плоскопечатным, что дает возможность знакомить детей не только с процессом чтения со специалистами, но и с родителями, не знающими шрифт Брайля. В книгах используются выпуклые картинки, ощупывая которые малыш получает представление об образах окружающих предметов и явлений. Для помощи родителям и специалистам в книгах есть методические рекомендации, вопросы для обсуждения с детьми изученного материала и задания для закрепления новой информации. Рельефно-графические пособия предназначены для незрячих или слабовидящих детей. Чаще всего это разнообразные книги и пособия. Если шрифт Брайля создан для того, чтобы слепой человек мог читать, то в рельефно-графических изданиях присутствуют иллюстрации. Изучение рельефно-графических пособий способствует развитию осязательного восприятия рельефных изображений, формированию образного и пространственного мышления, создающего воображение. Чаще всего это разнообразные пособия в помощь учебному процессу, снабжены брайлевским текстом и выпуклым изображением, схемами, графиками, планами. Благодаря подобной литературе дети имеют возможность получать такой же объем знаний, как и их сверстники с нормальным зрением. Безусловно, это прогресс для образования и для общества в целом. Печатаются они на термопластике или специальной термобумаге. К рельефно-графическим изданиям мы относим и следующий вид книг – это так называемые многоформатные издания. Этот вид изданий появился недавно. Многоформатное издание объединяет в себе несколько форматов передачи информации. Он может объединять в себе обычный текст, звуковой текст, текст шрифтом Брайля и рельефно-графические изображения. Выпуклые изображения дают понять, как выглядит тот или иной декоративный элемент. Первый план лица, героев, фактуры, материалов,
а сопровождающийся текст дает общее описание произведения искусств. Альбом Сандро Боттичелли. Художник раннего итальянского возрождения подарил миру самых живых и лиричных Венер и Мадонн, аллегорические образы весны, любви, счастья, красоты. В альбоме дана биография и творческий путь художника, рассказано на наиболее знаменитых картинах. Текст сопровождается цветными иллюстрациями для слабовидящих и рельефными для незрячих. «Щелкунчик» – альбом с историей балета как вида искусств. Как создавался замечательный балет, какие постановки считаются самыми удачными. Тут же любопытные, удивительные факты о спектакле. Отдельная глава посвящена костюмам героев спектакля. Рассказ сопровождается иллюстрациями, аудиосопровождение к изданию, диски со сказкой Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и с музыкой Петра Ильича Чайковского к балету. Альбом в рельефно-графическом формате «Италия. Возлюбленный солнцем пленительный край». В издании дана общая информация о стране, географическое положение, климат, история. Здесь можно узнать о выдающихся памятниках архитектуры, Колизее, соборах, Пизанской башне. Также представлены неофициальные символы, с которыми ассоциируется у нас Италия. Это опера, венецианская маска, пицца, паста, сосна пиния. В аудиосопровождении к альбому народная итальянская музыка и арии из опер. Тактильные книги. Фонд тактильных книг как нового вида изданий для детей с проблемами зрения библиотека начала формировать 12 лет назад. За этот период, используя свой опыт и наработки библиотек для слепых России и Финляндии, нам удалось собрать коллекцию рукодельных книг в 40 экземпляров. Тактильные книги делятся на два вида. Ассоциативные – это книги-сказки или сюжетные, и дидактические, в помощь обучению, предназначенные в помощь в познании окружающего мира. Собирается коллекция тактильных книг благодаря реализации творческих проектов и участию волонтеров в процессе создания книг для особых детей. Надо уточнить, что при создании тактильной книги требуется соблюдение определенных правил. Существует российский стандарт тактильных книг для маленьких слепых детей. Там прописаны, например, основные требования к тактильной книге, такие как безопасность, надо избегать острых, колющих и режущих деталей, а также ядовитых материалов, которые ребенок может взять в рот. Прочность книги. Должно быть небольшое количество предметов на странице, чтобы ребенок мог сконцентрировать внимание на главном, не отвлекаясь на второстепенные детали. У животных изображаются все 4 конечности, желательно оба уха, рога и так далее, чтобы у ребенка не складывалось неправильное представление. Для узнавания верха и низа книги внизу каждой страницы пришивается выпуклая тесьма, шнурок и так далее. Если информация о стандарте интересна, в интернете можно с ней ознакомиться. Нам повезло. Елизавета Шкандюк, педагог по образованию, несколько лет она вела кружок мягкой игрушки, изготовила и подарила библиотеке тактильные книги по сюжетам русских народных сказок, а также несколько развивающих пособий. Расскажу о некоторых из них. Репка представляет собой книгу, каждый персонаж которой сшит мастером вручную из материалов, предельно точно создающих тактильные ощущения о них. При этом использован вид рукоделия «мягкая игрушка». Все герои сказки находятся в одной коробке, поэтому незрячий ребенок может познакомиться с каждой из них отдельно, угадав в нем нужного персонажа. При изображении людей, животных и предметов соблюдены пропорции. Соотнесены реальные свойства предметов, например, шерстка у кошки или собаки. Мастер смогла точно передать мимику и настроение людей, деда, бабы, внучки. В их одежде присутствуют элементы русского костюма. Ситцевые сарафаны, передник, рубаха. У дедушки и бабушки на ногах настоящие лапти. Руки и ноги подвижны, поэтому можно поставить каждого героя в ту позу, в которой он изображен по сюжету сказки. Даже репки 2. Маленькая, а другая большая, чтобы показать ребенку, что репка не сразу стала большой. Тактильная книга «Маша и медведь». Мишка косолапый, курочка ряба и 2 веселых гуся. В 2 комплектах и включают 4 русские народные сказки. Все герои сделаны так, чтобы их можно было использовать в любом сюжете. Они разработаны в одной стилистике и тоже имеют соотносительные размеры. Такой набор игрушек позволит комбинировать сюжеты, придумывать свои истории.
Как показывает опыт, тактильные книги подходят для занятий с детьми не только с проблемами зрения, но и детьми с различной инвалидностью, а также интересны и здоровым детям. Удобная на ощупь форма, новые выразительные приемы, разнообразные ощущения – все это делает тактильную книгу незаменимым средством в работе с детьми. Тактильные издания снабжены текстом укрупненного и рельефно-точечного шрифта и могут иметь музыкальное сопровождение или какие-то шумовые эффекты. Особой популярностью у детей и их родителей и тифлопедагогов пользуются дидактические развивающие книги, которые построены по тестовому принципу, предлагают выполнить задания на логику или внимание, продолжить ряд, пройти лабиринт, найти отличия в предметах. Задача дидактических книг-игр не только закрепление имеющихся у детей знаний и навыков, но и приобретение новых. В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по разным признакам, делает простейшие обобщения. Познавательный элемент в дидактических играх сочетается с занимательностью, что помогает ребенку без больших усилий запоминать материал, который необходимо усвоить в игре. И важный момент – наличие методических рекомендаций по работе с развивающими пособиями. У детей развивается внимание, память, смекалка, находчивость и сообразительность. Вот, например, тактильное издание «Найди отличия». Состоит из 4 карточек-папок. Цель дидактического материала – формирование умения последовательно обследовать изображение, ориентироваться в пространственном расположении элементов картины. Также предлагается порядок работы с изданием. Например, рассмотреть изображение, выделять детали, суметь сложить фрагменты изображения, потом сравнить их с деталями на второй половине карточки. Подбери пару в 2 вариантах. Первое – плоские объемные овощи и фрукты, и второе – геометрические фигуры, закрепленные на кольце. Цель – учить ребенка соотносить объемные предметы и геометрические фигуры с их плоским силуэтом. Находить 2 одинаковых предмета среди нескольких похожих по существенным признакам. Величина, текстура поверхности. Показать, что плоские объемные предметы обследуются разными способами и таким образом обогащать тактильный опыт. Автор также дает рекомендации по работе с пособием. Закончи ряд. В комплекте 8 карточек заданий. Цель издания – развивать у ребенка логическое мышление, память, сосредоточенность при выполнении задания, формировать умения, объяснять свое решение. Основное задание – определить, в каком ряду не хватает предмета и какого именно. Сзади каждой карточки даны игровые задания, основные и дополнительные. Говорящие книги – это книги в звуковом формате, они наиболее многообразны и востребованы. Эти издания давно уже являются для людей с ограничением по зрению основным средством получения информации, способствуют развитию личности, становятся незаменимой опорой в получении образования, а также скрашивают их досуг. Незрячий человек изначально привыкает воспринимать информацию на слух, поэтому самым популярным видом изданий в библиотеке для слепых является говорящая книга. Сегодня говорящая книга для слепых – это тысячи названий, литература для взрослых и для детей, и для самых разных категорий читателей. Изготовление аудиокниг в общедоступном формате ограничено авторским правом, поэтому значительное количество звуковых книг создаются в закрытых форматах. Их можно прослушать только на специальной тифлоаппаратуре, предназначенной для незрячих людей. Современные носители, флеш-карты, вмещают до 5-7 произведений, около 80 часов звучания. Это значительный объем, к тому же они удобно переносятся, прослушиваются на тифло-флешплеерах. Пользователи библиотеки могут взять домой или записанную в издательстве флеш-карту, или завести персональную, на которой по требованию читателя будет производиться запись требуемых с электронных библиотек говорящих книг. Также у каждого незрячего или слабовидящего есть специальное тифлооборудование для воспроизведения говорящих книг. Эти устройства читатели получают по индивидуальной программе реабилитации инвалидов. В библиотеке также есть свой прокатный фонд тифлооборудования. Читатели также имеют доступ к электронной библиотеке звуковых файлов в режиме удаленного доступа. Это электронная библиотека Михайлова и база электронных книг с криптозащитой Российской государственной библиотеки для слепых. В базе данных звуковых файлов, помимо классики и современной литературы, можно найти книги по различным отраслям знаний, учебную литературу, звуковые журналы для незрячих, диалог, социальная реабилитация, «Хочу все знать» и другие.
С 2016 года библиотека комплектуется новым видом изданий – видеофильмами с тифлокомментариями. Просмотр художественных кинофильмов, как и поход в кинотеатр, это та часть современной жизни, из которой инвалиды по зрению практически полностью исключены. Решением, к которому сейчас пришло прогрессивное сообщество, стал тифлокомментарий. Создание тифлокомментариев к фильмам дает возможность слепым и слабовидящим людям получать полное представление о том, что происходит на экране между диалогами героев. Параллельно идут субтитры на русском языке для глухих и слабовидящих. Издательская деятельность. Литературу специальных форматов для незрячих, как я упоминала ранее, выпускают 3 основных издательства. Все это художественная, отраслевая, учебная литература. А вот краеведческий фонд специальных форматов мы формируем посредством своей издательской деятельности, в том числе благодаря реализации собственных творческих проектов. На сайте можно посмотреть информацию о наших изданиях. Представляю вам некоторые. Сказ о том, как маленький комочек глины стал гончариком. Это тоже многоформатное издание, так как содержит приложения в разных форматах. Тактильная книга, книга укрупненного шрифта с рисунками детей на 3 языках – русском, коми, финском. Рельефно-точечное издание и говорящая книга, озвученная самим автором. Тактильные приложения изготовлены также автором и уникальны тем, что все герои сказки сделаны из глины и уложены в мягкий футляр. И что самое необычное в этой книге, то, что персонажи – это игрушки-свистульки. Они выделяются красочностью и мягким юмором. Читая сказку, можно играть с ними, а по мере ситуации и интереса ребенка придумать свои сказочные истории. Сам гончарик тоже изготовлен из глины и раскрашен в традиционный костюм финно-угорских народов. Храмы Сыктывкара – единственное в Республике Коми пособие, благодаря которому читатели с проблемами зрения смогут познакомиться с наиболее популярными храмами – Свято-Стефановским кафедральным собором, Свято-Вознесенским храмом в местечке Кирур и Свято-Казанским храмом в местечке Кочпан. Издание создано совместно с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих при поддержке конкурса «Православная инициатива». Содержит описание храмов и рельефно-графическом, рельефно-точечном, крупношрифтовом и аудиоформатах, что позволит читать его слабовидящим и незрячим людям. Рэм Ермолин. Результат совместной работы библиотеки и Национальной галереи. Посвящен творчеству народного художника РСФСР и Коми СССР Рэму Николаевичу Ермолину. В альбоме размещена информация о жизни и творчестве художника, описание его картин, иллюстрации произведений художника, представленные из собрания Национальной галереи. С целью обеспечения доступности произведений искусства текст в альбоме отпечатан укрупненным шрифтом и продублирован рельефно-точечным шрифтом Брайля. Издание дополняет полноцветные иллюстрации произведений Ермолина и их рельефно-графические изображения. Для каждой картины имеется тифлокомментарий, подробное словесное описание, без которого незрячим людям сложно воспринимать картину. И еще 2 издания, приуроченных к 100-летнему юбилею республики. Альбом «Путеводитель. Достопримечательности, культурные объекты города Сыктывкара». В пособии содержится информация о памятниках истории и культуры, арт-объектах и объектах городской среды города с адресами их расположения. Завершает путеводитель тактильная карта центра города с условным обозначением и пояснениями. Издание напечатано рельефно-точечным шрифтом и включает 21 рельефно-графическую иллюстрацию на специальной рельефообразующей бумаге. В комплекте к альбому прилагается книга укрупненного шрифта. Альбом «Путеводитель достопримечательности Республики Коми» был издан в рамках проекта «Краеведение» – создание издательского комплекса по тактильной графике. В альбом вошла информация об историко-культурных и природных памятниках, достопримечательности и интересных местах республики. Многоформатное издание напечатано рельефно-точечным шрифтом Брайля с рельефно-графическими иллюстрациями. Завершает путеводитель тактильная карта республики с условными обозначениями и пояснениями. В комплект альбома также входит книга укрупненного шрифта. Научный материал о памятниках и достопримечательностях, полученный из различных источников, прошел тщательную отборку и был отредактирован путем тифлокомментирования.
Оба пособия рекомендуем в помощь педагогам коррекционных учебных организаций для проведения уроков по истории и краеведению. Специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи Брайля является методическим центром для муниципальных библиотек республики в области организации библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. А это значит, проводит обучающие мероприятия, оказывает консультации, конечно, разрабатывает и выпускает методические пособия по библиосоциальной работе. Особое внимание стоит обратить на серию «В помощь специалистам, работающих с инвалидами». Представляю некоторые издания. «Милосердие. Информация. Реабилитация. Сборник материалов». Он составлен на основе опыта работы в библиотеке имени Брайля и других специальных библиотек России по использованию тифлоинформационных ресурсов. Использование музейных технологий в работе библиотек. Этот сборник материалов собрал в себе наиболее интересные материалы по решению проблем безбарьерного доступа инвалидов к ценностям культуры. Представлен опыт работы библиотек и музеев. Методическое пособие воспитания, обучения и социализация детей с нарушением зрения. В издании представлены работы специалистов, работающих с детьми, имеющими нарушение зрения, педагогов, дефектологов, библиотекаря Республики Коми, а также специалиста по абилитации слепых, слабовидящих детей города Хельсинки. Теоретический материал подкреплен методическими разработками и практическими занятиями и будет полезен педагогам, тифлопедагогам, дефектологам и специалистам библиотек. Еще одно издание – это каталог выставки «Мир на кончиках пальцев». Каталог знакомит с экспонатами постоянно действующей в библиотеке экспозиции «Мир на кончиках пальцев». В ее состав входят наглядные пособия, приборы для письма слепых, брайлевская печатная машинка, книги и журналы специальных форматов, тифлотехника, тифлоприборы бытового и учебного назначения. Используя экспонаты в библиотеке, проводятся уникальные интерактивные мероприятия, экскурсии, беседы для учащихся. Цель мероприятий – стирание физических, социальных и эмоциональных барьеров, стереотипов по отношению к инвалидам, обучение этикету при общении с инвалидами, содействие формированию бережного отношения к своему зрению. Хотелось бы обратить ваше внимание на говорящие книги серии «Живые голоса коми-писателей». В серии представлены избранные произведения Сергея Журавлева, Александра Суворова, Андрея Попова, Андрея Канева. И в этой же серии сказку «Шундра» прочитала детская коми-писательница Елена Козлова. Библиотека выписывает около 40 наименований периодических изданий, в том числе журналы для специалистов и издания специальных форматов, рельефно-точечным шрифтом и звуковые. Это и общественно-политические, и познавательные, и литературно-художественные журналы для незрячих, которые распространяются исключительно для инвалидов по зрению. Информацию об информационных ресурсах вы можете найти на нашем сайте. Информацию о новых изданиях вы можете видеть в нашей группе ВКонтакте. Если не подписаны на нас, вступайте к нам в группу. Спасибо за внимание. Я чувствую, что мне сейчас волноваться.